Сел за руль предположительно пьяным, но о последствиях подумал лишь потом. Водитель «Лады Гранта», имеющий все признаки алкогольного опьянения, столкнулся с «Газелью» на проспекте Ямашева. По рассказам очевидцев, после аварии автомобилист попытался решить вопрос без сотрудников ГИБДД. Потерпев неудачу, он не унывал и находился в бодром расположении духа. Был уверен, что прав его не лишат. Осознавать произошедшее стал только тогда, когда его автомобиль увезли на штрафстоянку. Обо всем по порядку в репортаже Рамиля Шайдуллина. Он улыбался, шутил и рассказывал, что никакой машины этим вечером не управлял. И вообще его остановили не как водителя, а как пешехода. Но из всех присутствующих в эту историю верил лишь он сам. То, что видели другие, кардинально отличалось от рассказа нетрезвого мужчины. К примеру, водитель «Газели» считает, что именно этот мужчина, управляя «Ладой Гранта», въехал в его машину. Причем дважды. Он, видимо, перестроиться хотел, объехал его. В задний бампер ударился, отскочил, в правый бок и вперед уехал. А что потом было? Вот вы поняли, что он пьяный, да? Ну да, авария там случилась. Он здесь остановился, я за ним, мало ли он. Когда понял, что предполагаемый виновник аварии имеет все признаки алкогольного опьянения, вызвал сотрудников ГИБДД. Говорит, водитель «Лады» пытался договориться с ним и решить проблему на месте без всяких формальностей и автоинспекторов. Он договориться на месте хотел. Вы сразу вызвали? Ну да. Он вываливался из машины. После приезда сотрудников ГИБДД мужчина все еще находился в бодром расположении духа. Обвинение в езде в нетрезвом виде всячески отрицал. А у вас такая вот походка нетрезвая немного. Это от чего? После работы у меня так. Устали? Да. При этом мужчина отказался от прохождения экспресс-теста на алкоголь, но, видимо, позднее он жалел об этом решении. Вот протекторы хочу вдуть. Так вы вроде отказались уже. Ну, отказался, вот хочу. Передумали? Да. Мне просто интересно. Шутить мужчина перестал, когда «Ладу» эвакуировали. Он вдруг вспомнил, что в салоне «Лады» оставил деньги и телефон. Без них не хотел выходить из патрульного автомобиля. Выйди, пожалуйста, из машины. Вы меня верните телефон и деньги. Выйди, пожалуйста, из машины. Я говорю, мы тебе предлагали забрать вещи из машины. Ты отказался. Я вам предлагаю. Я говорю, выйди, еще раз предлагаю. Сколько можно говорить? Мужчина еще долго отказывался покидать салон полицейской машины, так как начал осознавать последствия. Сколько километров так? Пешком что ли дайте меня это? Кто меня сейчас возьмет вот это? Не знаю, раньше, наверное, думал, чем пьяный за руль. Они меня вообще ничего не сказали, денег не взять. Так вас предупреждали же. А? Вообще ничего не предупреждали. Позже он все же вышел на улицу. Прощаться с инспекторами мужчина не хотел, а потому еще долго рассказывал им, что на самом деле он прав, а все случившееся – жуткая несправедливость по отношению к нему. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.